Традиционный костюм удмурток символизирует гармонию мира. 3 части костюма, по представлениям удмуртов, это 3 части Вселенной. Нижняя часть костюма – подземный мир. Средняя часть костюма олицетворяет Землю. Верхняя отображает космос, границу неба, Солнцем и Луной. Согласно преданиям, одежда должна была защищать фигуру женщины от окружающих ее злых сил, быть оберегом продолжительницы рода. Узоры размещались в особо уязвимых местах. Они будто заклинания, обращенные к добрым силам, чтобы те защитили семью. Перед вами на сцене Фархутдинова Лариса Дмитриевна, которая представляет костюм своей бабушки, закамской удмуртки Пермской области, поселок Куеда. Бабушку звали Гайша, татарское имя арабского происхождения. Значение имени – живая, живущая, живучая. На фотографии бабушка Гайша слева. Это платье я помню еще с детства, говорит Лариса Дмитриевна. Это платье моей бабушки со стороны отца, Песчаной, из поселка Куеда Пермской области. Это ареал заселения некрещенных удмуртов на границе с Янаульским районом Башкортостана. Бабушка всегда была нарядной, ходила только в удмуртском одеянии. В прохладную погоду поверх платья надевала камзол из черного бархата. Впоследствии стало платье уже домашним. Бабушка последние годы жила у старшей внучки в городе Усолье Пермского края. И именно она нам привезла это платье в память о бабушке. Оно несколько лет висело в шкафу, и о нем никто уже не вспоминал. В прошлом году Лариса как-то отправилась на шопинг и нашла очень красивое платье, и почти его уже купила. Но в последний момент решила, что до завтра подождет. Уж очень оно было дорогое. Пришла домой, сижу, пью чай, и вдруг вижу, вспоминает Лариса знакомство свое с платьем. Из-за закрытой дверцы шкафа торчит кусочек желанного платья. И я просто перестала дышать. И спрашиваю маму, что это? Мама говорит, бабушкино платье. Лариса тут же его надела и не захотела снимать. Пошла на улицу, а там жара. Какое же оно было комфортное, красивое. А токма почему-то совсем ее не смущали. Они дали новую жизнь платью, благодаря возникшей пятнистости в расцветке. Так оно мне понравилось, говорит Лариса, что о магазинном дорогом платье я просто забыла. Поняла, что есть другое платье, более дорогое для меня. Немного ее смущал фартук черного цвета, но потом ей объяснили, что черный цвет – это не траур, а цвет земли, цвет плодородия. Вот так, с любовью и с большим уважением рассказывает Лариса Дмитриевна о бабушкином платье, доставшемся ей в наследство. На фотографии вы тоже видите Ларису Дмитриевну Фархутдинову в костюме своей бабушки Гайши, Закамской, Удмуртской, Пермской области. Следующий костюм у нас представляет Светлана Валерьевна Марданова, родом из деревни Починок, Сутер, Кукмарского района Татарстана. Моя бабушка Кельмакова Туктасон Кельмакова родилась в деревне Новый Комиссар Кукмарского района Татарстана, рассказывает Светлана. В семье родителей дети умирали рано. И когда родилась девочка, ее назвали Туктасон. Татарское слово «тукта» по-удмуртски означает «дугды», «остановись», «дугды тон», «болезнь», «остановись», «пусть дети рождаются и живут». После Туктасон в семье родились брат Ишмат и сестренка Узыбей. В деревне много было красивых имен: Щашкабей, Тутыгыш. Маленькая Туктасон в 7 лет остается без матери. Некому было учить ее шить, вышивать, прясть. Всему этому она научилась сама.
Камали своей матери она тоже восстановила сама. Костюм состоит из самотканого платья, самотканого фартука, платка, нагрудного украшения чертыгыш Камали. Камали – бабушкин подарок. Бабушкино рукоделие хранилось у нас в чемодане, говорит Светлана. Моя мама передала их мне. Бабушкино платье и Камали я оставила себе, а вышитые полотенца и скатерти я передала в школьный музей, затем фольклорному ансамблю «Инвожо». Пусть люди восхищаются и любуются красивыми работами моей бабушки, с гордостью говорит Светлана. Вместе с мамой Светланы сегодня на сцене ее дети – Илья, Анастасия, Ярослав и, конечно же, супруг Владислав Александрович. Мужской костюм из самотканой мелкоклетчатой красных тонов рубахи и черного пояса, черных штанов, головного убора, гын-шляпа. На дочери платье с удмуртским орнаментом, на груди чертыгыш маниста, на голове такья. Ее надевают девочки на праздники. На фотографии справа мы видим жену дяди Чушкина со стороны Чужанайки, мама Егорова Галима Абдуловна. А это уже невестка Кенак со стороны дедушки Ахмедова Валентина Николаевна. На сцену приглашаем Олесю Данисовну Шарафисламову с дочкой Анютой, родом из Татышлинского района, деревни Старый Кызылыяр, Республики Башкортостан. Мне удмуртские платья отдала мама Садыкова Зоя Гафуровна. Она приготовила как приданое к свадьбе, и лежало оно в сундуке. В нынешние времена такая традиция, к сожалению, уже исчезла. Но я рада, что испытала этот обычай на себе. А самая дорогая вещь для меня – это фартук на моей дочери Шарафисламовой Анюте. Фартук моей бабушки Садыковой Бибисары Пукроковны. Делится с нами Светлана. Моя бабушка, Олеся, простите, пожалуйста, моя бабушка сама сшила и вышила узорами для приданого примерно в 50-х годах. А на фотографии, которая на экране, мы видим слева, самая первая, сидит бабушка Садыкова Бибисар Пукроковна, как раз в том фартуке, о котором Олеся нам и рассказала. Фотография 1952 года. А на сцену к нам пробирается Дина Алексеевна Хусниярова, родом из деревни Водская Урада Янаульского района, Республики Башкортостан. Так как мы живем бок о бок с башкирами и татарами, то в наших костюмах есть некоторые элементы, которые позаимствованы от их национального костюма, а именно жилет и оборки на платье. Платье и фартук мне достались от мамы Анны Хабитовны Ахметовой, говорит Дина. Она сшила их сама, а фартук еще вышила, готовила себе на приданое. В данном платье она была у себя на свадьбе, а жилет достался от бабушки Нурзян Набиевой. На фотографии 70-х годов была предыдущая фотография. Слева бабушка, а вот уже на следующей фотографии это мама и папа на нашей свадьбе Сережи, говорит Дина. 1988 год. Это было совсем недавно. И следующая, пятая участница наша, Скрипникова Надежда Юрьевна из села Фарзия-Чи Алмашского района Удмуртской республики, представляет костюм своей бабушки Марты Ивановны Галеевой, которая родилась в 1905 году в селе Варзия-Чи Алмашского района Удмуртской республики
И как раз на экране вы сейчас видите дом, в котором проживала бабушка. А вот уже на следующей фотографии мы видим саму бабушку, Марфу Ивановну, со своей семьей. Нынче бабушке исполнилось бы уже 119 лет. Перед вами платье южных удмуртов из домотканого материала для повседневной носки выполнено в стиле минимализма. Лишь по низу юбки вшита синяя тесьма. Фасон классика, кокетка на полочке и спинке изделия. Талия завышена, расклешены и объемны рукава и низ платья. Лишь фартук подчеркивает индивидуальность фигуры прекрасной нашей модели. Длина макси, в основе натуральные природные цвета, рисунок, клетка и полоска. Платье соответствует современным трендам и перекликается со стилем бохо. Модель универсальна, независимо от изменяющейся весовой категории модели. Впору будет всегда и всем. Платью около 80 лет, а может и больше. Аутентичные вплоть до пуговиц. Они даже еще пришиты самой бабушкой. Платье ни разу не подвергалось современной переделке. Дорогая для нас вещь, с гордостью говорит Надежда. Передавая из поколения в поколение, храним память о ней, пересказываем семейные истории. Вышивка и кружево выполнены моей мамой, говорит Надежда, бабушкой моего сына. А зовут маму, звали Калеевой Клавдией Николаевной, 1939 года рождения, уроженки деревни Варзибаш Алнашского района. Примерно в 1955 году в качестве приданого. Моя мама, Клавдия Николаевна, для себя готовила приданое, вышивала, кружева вязала. А на этой фотографии это мама Клавдии Николаевны, и это ее Айшет. Сохранилось несколько монет на следующей фотографии из бабушкиного нагрудного украшения укшотырлык, маниста на современный лад. Там, если вам видно, даже одна монетка, вот это 1811 год, по-моему. И сейчас на современном украшении нагрудном Надежды эти монетки тоже присутствуют. Надежда Юрьевна Скрипникова представила нашему вниманию костюм своей бабушки Марфы Ивановны Галеевой и фартук мамы Галеевой Клавдии Николаевны. Сама Надежда уже дважды бабушка самых замечательных внучек, и она верит, что ее внучки также бережно будут хранить костюмы своих предков. Итак, еще раз представляем вашему вниманию наших участниц дефиле. Светлана Валерьевна Варданова, Лариса Дмитриевна Кархудинова, Олеся Дамисовна Шарафисламова, Анюта, Дина Алексеевна Космиярова, Надежда Юрьевна Скрипникова. Готовясь к сегодняшнему выступлению, наши участницы испытали столько эмоций и приятных волнений. Возникли новые воспоминания о родных и дорогих сердцу людях. И этими воспоминаниями они поделились с нами, за что им большое спасибо.